Добрый вечер. Вы смотрите программу Якутия Лайв, проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Врачи не устают повторять: болезнь всегда легче предупредить, чем ее лечить. И помогает в этом вопросе диспансеризация населения. Это так называемый профилактический осмотр, который помогает выявить заболевания на ранних стадиях у, казалось бы, внешне здоровых людей и сохранить им здоровье и иногда даже их жизнь. Сегодняшние наши гости: Светлана Титовой, заведующий отделом мониторинга факторов риска Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Мы поговорим об особенностях диспансеризации в условиях нашей республики. Добрый вечер, Светлана Вячеславовна. Добрый вечер. Ну, давайте с небольшого ликбеза начнем. Давайте расскажем нашим телезрителям, зачем вообще нужно проходить диспансеризацию. Диспансеризацию нужно проходить обязательно, потому что мы выявляем злокачественные новообразования в первую очередь, да, на ранних стадиях, так как злокачественные новообразования в основном они проявляются только в поздних стадиях. Поэтому ранние стадии мы можем выявить только в процессе диспансеризации. А также мы выявляем факторы риска и неинфекционные заболевания, которые могут привести к преждевременной инвалидизации и преждевременной смертности нашего населения. Например, какие это факторы риска? Факторы риска – это повышенное артериальное давление, гиперхолестеринемия, гипергликемия – это повышенный сахар в крови. Поведенческие факторы риска, да, это как избыточная масса тела, нерациональное питание, ожирение, злоупотребление алкоголем, наркотическими, психотропными веществами без назначения медицинского работника, да, и курение. А если взять в целом проблемы, да, вот, которые в рамках диспансеризации выявляются, возможно, отдельно у мужчин, возможно, у женщин, и потом, вот, после того, как эту проблему выявили, как действует врач? То есть сначала проблемы, что мы выявляем, и как действует врач? Наши врачи, вот первично медицинских организаций, поликлиниках, да, то бишь они выявляют эти факторы риска. Если у человека нету пока диагноза, но есть факторы риска, на уровне кабинетов и отделений медпрофилактики, которые имеются в каждой поликлинике у нас по всей республике, они должны взять на учет и провести с пациентом работу, да, по корректировке факторов риска, чтобы уже не возникало неинфекционные заболевания. Мгм. А есть как вот, ну, допустим, вот, к примеру, да, по результатам анализов выявилось там превышение каких-то показателей крови. Мгм. В дальнейшем врач даст направление к узкому специалисту? Обязательно. Вот во время диспансеризации есть эти исследования, ну, как бы спектр исследований, которые проводятся обязательно, да, в том числе и в них выявляется как бы нарушение, и плюс еще, если есть жалобы со стороны пациента, врач обязательно должна направить узким специалистам в рамках уже второго этапа диспансеризации. А также, если это даже не входит в рамки диспансеризации, обязательно вне рамок тоже проводятся любые исследования. Ну, вот некоторые люди считают, что кто ищет, тот всегда найдет. И не хотят уделять внимание своему здоровью, потому что при желании у любого человека можно отыскать какую-то патологию, а потом человек будет переживать, нервничать. А вот насколько оправдан этот риск, да, из-за вот этого страха, и есть ли какое-то этому объяснению, как возможно с этим бороться? Но на самом деле, вот у нас менталитет, да, такой вот, как бы сказали, вот кто ищет, тот всегда найдет. А на самом деле, на деле бывает, что если, допустим, человек вовремя скорректирует факторы риска, он и не может, может быть, избежит некоторых заболеваний. Допустим, у него есть наследственность со стороны сердечно-сосудистой системы. Мама болела сердечно-сосудистыми заболеваниями, бабушка. И, естественно, у него уже есть предрасположенность, получается. И если он будет придерживаться здорового образа жизни и вовремя будет выявлять свои проблемы, корректировать,
тогда, может быть, не будет таких, как сказать, Тяжелых самых последствий. тяжелых последствий, как в виде инсультов, инфарктов миокарда. Можно будет избежать, конечно Мгм. же. Ну, теперь расскажем, наверное, о том, как можно пройти диспансеризацию, в каких условиях, какие возрастные категории подпадают под проведение диспансеризации. Диспансеризация у нас проводится в каждой поликлинике по принципу прикрепленности. То есть каждый у нас гражданин прикреплен к той или иной поликлинике, получается, да, и они должны проходить диспансеризацию. Но диспансеризация — это определенных групп взрослого населения. Она проводится начиная с 18 лет до 39 лет один раз каждые 3 года. Мгм. А старше 40 лет мы уже проводим ежегодно, Мгм. получается. А те, кто не подпадает под эти года рождения, да, допустим, вот 19-20 лет, они все равно могут проходить по месту прикрепления. Это уже будет профилактический медицинский осмотр. Мгм. Можно ли это сделать как-то максимально комфортно, быстро, заранее записавшись? Вот есть ли такие сейчас услуги? Сейчас, конечно, у нас есть услуги. В системе здравоохранения работает удаленная запись через интернет-ресурсы. Да, это через госуслуги человек может записаться конкретно на диспансеризацию. И, минуя регистратуру, этот человек придет в определенное время, когда ему удобно, попадает в кабинет медпрофилактики, где сразу будут взяты анализы, исследования. И в зависимости от результатов, ну, от 1 до 3-4 дней, он должен будет подойти второй раз на прием к терапевту, где будет вынесено вот решение, да, есть ли у него какие-то отклонения. И после этого врач определит группу здоровья, вынесет диагнозы и краткое индивидуальное профилактическое консультирование проводит с каждым пациентом. А вот что обязательно должно входить в программу диспансеризации? В программу диспансеризацию входит это профилактический медицинский осмотр. Это проводится всем без исключения, получается, всем возрастным категориям. Что в него входит? В него входит антропометрия, измерение роста, веса, объема талии, да, Мгм. и проводится Это измерение для расчета индекса массы да, тела. определение индекса массы, естественно. Анкетирование обязательно проводится. Анкетирование выявляет у нас поведенческие факторы риска, могут быть жалобы разного типа. Да? Также берется анализ крови на общий холестерин и сахар в крови. Потом женщинам проводится осмотр гинекологом, акушером-гинекологом или акушеркой, и берется анализ на мазок, на цитологию. А также проводится флюорография. Получается, флюорографию проходит один раз в 2 года. И на этом вот профилактический медицинский осмотр как бы завершается. Потом не вторым, а по возрастным категориям, в зависимости от пола, от возраста, проводится дополнительно онкологический скрининг. Самое главное в нашей диспансеризации получается. Онкологический скрининг, он предполагает взятие анализов на онкологические заболевания. Это опять-таки ПСА, простат-специфический антиген, делается мужчинам. Проводится маммография женщинам на выявление рака молочной железы. Фиброгастродуоденоскопия проводится. Ну, самая одна из неприятных процедур, Неприятных, но но это необходима. единственный необходимый метод, где мы можем выявлять вот онкологические заболевания или патологии желудочно-кишечного тракта. Я бы сказала, даже для нашей республики это как бы краевой, да. У нас тип питания белковый, и очень часто у нас бывает рак желудка, рак поджелудочной железы. Вот. А нужно ли как-то специально готовиться к прохождению диспансеризации?
Нет, специально подготовки не требует. Единственное, вот для сдачи анализов общего холестерина и сахара в крови, естественно, надо будет натощак приходить. Давайте поговорим про углубленную диспансеризацию. В каком случае она проводится и какой объем исследований уже заложен в ней? Углубленная диспансеризация — это как бы с 2020 года новое, да, у нас направление, так как вот новое заболевание у нас появилось, новая коронавирусная инфекция COVID-19. И те, кто переболел ковидом, через 60 дней, то есть спустя 2 месяца после выздоровления, должны проходить углубленную диспансеризацию для того, чтобы выявить осложнение, которое может вызывать COVID-19. И входит измерение насыщения кислородом крови, это сатурация проводится в рамках углубленной диспансеризации, а также проводится общий анализ крови, биохимический анализ крови. По показаниям делается дедимер, тоже анализ крови, да, проверяем на предмет сгущения крови. Обычно вот после перенесенной ковидной инфекции бывает как бы сгущение крови. А также проводится тест 6-минутной ходьбой, спирография. И если есть показания, это УЗИ нижних конечностей, УЗИ сердца и компьютерная томография легких. Мгм. Вопрос от зрителя. Сколько времени нужно на прохождение диспансеризации? И он слышал, что положен какой-то выходной на работе. Вот в каком случае этот выходной дается? Да. В нашем законодательстве, прямо в Трудовом кодексе указано, что и в федеральном законе 323 об охране, основа охраны здоровья граждан, да, нашей страны, предполагается выходной день в день прохождения диспансеризации. Один день оплачиваемый абсолютно. Гражданину нужно будет, ну, он же записывается, получается, через госуслуги, он уже заранее знает, какой дате это мероприятие предполагается. И он должен написать заявление руководителю своей организации, так как он записан, и в этот день он будет проходить диспансеризацию. А вообще, как я уже говорила, диспансеризация проводится уже в 2 приема, получается. Первый день они сдают анализы, и через 3-4 дня врач назначит тоже удобное для гражданина время, прием окончательно, чтобы вынести вердикт. Мгм. А, Вот как быть с отдаленными населенными пунктами в рамках проведения диспансеризации? Понятно, что у нас есть там Нижнеколымский тот же самый УЛУС, где расстояние между населенными пунктами 600-400 километров, где туда очень сложно добраться, ну и также сложно выехать пациентам для прохождения диспансеризации. Что делается для этого? Чтобы Да, вот приблизить доступ? наша республика, она имеет такие особенности, да, у нас плотность населения низкая, дорог нету, да, сезонность вот выезда, поэтому диспансеризация проводится не только вот кабинетами медицинской профилактики. С этих целей у нас диспансеризацию, первый этап проводят на местах. Любой фельдшерский пункт, участковая больница, там проводится фельдшерами первый этап диспансеризации, потом вот, ну, допустим, если взять северные улусы, у нас есть медицинские мобильные бригады выездные в каждом составе каждой центральной районной больницы, и они планово весь улус, получается, объезжают в течение года в плановом порядке, да, и там же специалисты, анализы, все это как бы в рамках выездной работы. Мгм. А как вы считаете, вот применение телемедицины, насколько оно эффективно? Будущее есть ли у телемедицины? Или все-таки телемедицина является вспомогательным каким-то элементом и никак не отменит выездную ту же самую работу специалистов? Ну, я думаю, что мое личное мнение, что у телемедицины все-таки есть и будущее, потому что вот последние события вот с ковидом, да, показали нам, что телемедицина очень даже актуальна
может быть. Но она полностью не может заменить весь процесс осмотра врачом. Телемедицина в том плане, что вот выявили у человека вот во время выездной работы, и вот в наших условиях, особенно северных отдаленных улусах, диагноз уже выставлен, получается, лечение уже назначено, и контроль лечения уже можно проводить в рамках диспансерного наблюдения через телемедицину. Вполне, я думаю, оправданно. Все равно на местах, получается же, есть участковые врачи. Они будут уже как бы контролировать анализы, лечение и как бы консультации центром. Это необходимо тоже врачам наших арктической зоны. Вот есть мобильные бригады, которые вот выезжают на автомобилях и проводят и в них условия, ну, в условиях того же самого КАМАЗа, диспансеризацию, знаю, пазики есть, вакцинацию также организовывали. Вот многих иногда смущает это, говорят, что вот это нарушение санитарно-эпидемиологических правил и так далее. Насколько проведение диспансеризации в таких выездных мобильных комплексах оправдано и соответствует требованиям законодательства? Эти мобильные комплексы были созданы специально для этих целей. И в этих комплексах полностью они проходят, естественно, проверку, да, санитарно-эпидемиологическое вот состояние, заключение получают. И в этих автомобилях полностью соответствует и снабжение, как бы сказать, оборудование, и санитарно-эпидемиологическое обрабатывается, лампы. Вот есть такие же условия, как бы было как бы на местах в поликлиниках, получается. И я, например, работаю, ну, примерно 13 лет вот в системе профилактики. Мы когда начинали работать, помните, в 2009 годах мы покупали центры здоровья, потом в 2010 году у нас на базах «Газели» мобильные центры здоровья появились. Ну, я учитывая, что наш регион, вот специфика нашего населения, немножко скрытные, да, такие не очень активные в плане своего здоровья, все работают, и в основном вот самое главное наша когорта — это трудоспособное население, которое мы, к сожалению, теряем, да, вот. И вот моя практика показывает, что выездная работа именно в трудовые коллективы, в населенные пункты очень даже неплохо охват за счет этого идет хороший. Получается, люди работают на своих местах и, не отрываясь от производства, тут же проходит профилактический осмотр. Ну, теперь давайте разберемся с термином «общественное здоровье». Да, если с организацией здравоохранения понятно, то общественное здоровье вызывает всегда много вопросов. Что это такое, что в это понятие входит? Общественное здоровье — это сравнительно тоже как бы новое понятие, да, у нас Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, оно было переименовано в 2019 году. Вот. И понятие общественное здоровье — это понятие здоровья, да, физическое, вот, психологическое, социальное, все аспекты, если включать, это будет в рамках, если это в рамках взять одного предприятия, да, это будет здоровье этого, показатели здоровья этого предприятия, в рамках нашего города, да, отдельно взятых населенных пунктов, или общественное здоровье будет нашей республики, или в рамках страны это будет общественное здоровье всей нации. Если, ну, коротко объяснить, получается. И понятие общественного здоровья есть, конечно, свои показатели. Как мы знаем, это смертность, рождаемость, естественный прирост, заболеваемость и так далее. Ну, вот если оценивать эти показатели применительно к нашей республике, насколько у нас показатели отличаются от
показатели в целом в Российской Федерации по заболеваемости, по смертности. И вот по результатам диспансеризации, она уже проходит все-таки не первый год, уже порядка, наверное, больше, около 10 лет, наверное, проведения диспансеризации в том объеме. Какие выводы можно сделать о состоянии здоровья людей и насколько раннее предупреждение заболеваний эти цифры показывают? В рамках диспансеризации, да, вот мы проводим анализ, и все-таки по всей стране, если взять всю Российскую Федерацию, у нас превалирует, конечно, это на первом месте это злокачественные новообразования, потом вот болезни системы кровообращения, особенно после ковида они как бы осложнились, и очень много людей стало ну, заболеваемость сердечно-сосудистой системы как бы повысилась в эти годы, а также заболевания органов дыхания и пищеварения, получается. А вот Ага. насколько у нас отличается заболеваемость от субъекта Ну, российских? как и в России, в нашей республике эти заболевания тоже на высоком уровне, но у нас по сравнению с Дальним Востоком очень хорошие показатели по рождаемости Мгм. и естественному приросту нашей республики. Мгм. Ну вот, после волны коронавируса, которая накрыла нас с головой, последние несколько дней и лет, на мой взгляд, люди стали, наверное, более внимательно относиться к своему здоровью. Вот ваше мнение, как происходит ли тенденция на то, что люди стали более внимательно относиться, как-то переживать, или особо тоже на диспансеризацию ходить не хотят, приходится как-то стимулировать, завлекать? Мы стараемся, работаем по информированию населения, да, но, к сожалению, у нас население очень плохо поддается, и последнее, не в последнее, а всегда как-то все работают, и как бы не до здоровья, да. И вот мы все время хотим акцентрировать внимание, чтобы все-таки каждый человек сам ответственный за свое здоровье и здоровье своего ребенка, Мгм. своих детей. Вопрос от зрителя. Мой муж самый настоящий ипохондрик. Любой чих сводит его с ума. Он начинает копаться в диагнозах, назначать сам себе лечение. Вот к врачу идти не хочет, боится. Как с ним бороться? Ну, я не знаю, как бороться, да, но все равно надо информировать, для чего. Я еще раз хочу повториться, что самая главная цель нашей диспансеризации – это все-таки выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях. Еще раз повторяю, что даже вот, наверное, у людей бывает же, да, кто-то, ну, к сожалению, покинул наш мир, да, в результате вот обычно злокачественные новообразования, они всегда выявляются только на поздних стадиях. И наша медицина, к сожалению, на поздних стадиях выживаемость очень низкая получается. И медицина идет вперед, как бы со временем еще хорошие методы появляются, и на ранних стадиях вот злокачественные новообразования очень хорошо поддаются лечению, длительные ремиссии приводят. Вот самое главное, что люди должны понять, что если проходить диспансеризацию, и можно выявлять на ранних стадиях, тогда это будет не так фатально. Мгм. А вот, ну, все-таки статистика есть какая-то, что, ну, к примеру, там из 100 людей, которые прошли диспансеризацию, там у одного или двух обнаружили риск возникновения злокачественного образования? Или вообще его самого обнаружили? Это, конечно, у нас есть такое, берется отдельный мониторинг, нами ведется по каждому случаю. Вот сколько в рамках диспансеризации было В выявлено? рамках диспансеризации, к сожалению, не так много, но все равно выявляем. Даже вот из практики взять, вот отдельно взятой организации мы случайно только во время диспансеризации выявили во время УЗИ
2 случая онкологических заболеваний. Они бы, наверное, если не проходили диспансеризацию, еще долгое время могли бы не знать об этом. Мгм. Кому бы вы посоветовали уделить внимание своему здоровью более особое? Может быть, есть какие-то особые группы риска? У нас, конечно, есть особые группы риска. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями легких. Вот эти люди, когорта, да, они обязательно должны проходить диспансеризацию и диспансерное наблюдение участковыми терапевтами для того, чтобы они жили с этим заболеванием и не допуская осложнений. Как бы, да. И есть еще вторая категория людей, которых мы обращаем внимание, это я уже ранее немножко говорила, это те люди работоспособного населения, молодые, да, вот от 30 до 40 лет, 45 лет, они, к сожалению, считают себя здоровыми и не обращаются в поликлинике. И вот у нас с этого года даже выпустили Минздравом Республики Саха-Якутия приказ о том, чтобы именно привлекать на диспансеризацию эту когорту людей, которые не ходили в поликлинике вообще 2 и более лет. Мгм. То есть их сейчас еще тоже Да, мониторится. у нас же работают страховые представители, они обзванивают, как бы мы через систему федерального фонда ОМС получаем списки, которые нам прикреплены и не ходили в поликлинике, допустим. И страховые поверенные, они обзванивают это население, приглашают, информируют, что такое диспансеризация, зачем, когда проходить. Вот это не мошенники. Эти телефоны можно брать и разговаривать. На диспансеризацию приглашают только в рамках вашего блага. А можно ли и нужно проходить диспансеризацию каждый год? Или это больше индивидуальная история, решать нужно с каждым пациентом отдельно? Диспансеризацию проходит с 18 лет до 39 лет один раз в 3 года, получается, и старше 40 лет, получается, ежегодно проходит, каждый год. Мгм. Обязательно всем. Ну, вы бы вот что посоветовали? Все-таки каждый год проходить или в зависимости от возраста? Потому что есть же возможность, кроме диспансеризации, вот профилактический осмотр пройти. Профилактический осмотр можно проходить, да, ежегодно, но самое главное не пропускать диспансеризацию конкретно. Один раз в 3 года этого, в принципе, достаточно. За 2-3 года, вот если даже онкология выявится, она не может так сильно распространиться, получается. Если вы уже проходили 3 года тому назад, и сейчас проходите еще через 3 года, мы можем выявить в рамках этого времени. Мгм. Ну и в завершении нашего диалога, может быть, какой-то совет жителям Якутии можете дать, и не один. Мгм. Дорогие наше население, наше особенно трудоспособное население, обязательно проходите диспансеризацию по месту прикрепления в поликлинике. Если кто переболел новой коронавирусной инфекцией в течение после выздоровления 60 дней, можете проходить углубленную диспансеризацию, чтобы не было осложнений, вызванных COVID-19. Мгм. Ну а я от себя хочу добавить, что у вас есть уникальная возможность в нашем государстве за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть для вас это бесплатно, проходить как диспансеризацию, так и профилактический медицинский осмотр. В наших поликлиниках сейчас созданы для этого все условия. Не думайте, что если вы придете на диспансеризацию, вы будете сидеть там в длинных очередях. Специально для этого создаются отдельные кабинеты. Медсестры отдельно берут анализы, отдельно они отправляются в лабораторию. Это все для того, чтобы ускорить эту процедуру и чтобы сохранить ваше, в первую очередь, здоровье. Потому что, как мы уже и поговорили с Светланой Вячеславовной, в рамках диспансеризации огромное количество факторов риска выявляется.
выявляется в том числе и люди вот на одном предприятии, о чем мы говорили, значит, двое с одного предприятия с онкопатологией. То есть на ранней стадии у людей выявили раковое заболевание и, соответственно, сохранили им жизнь, потому что они своевременно в последующем обратились за медицинской помощью и не допустили до четвертой стадии с метастазами это заболевание. Поэтому очень важно проходить эту диспансеризацию. И я хочу поблагодарить Светлану Вячеславовну за то, что она сегодня подошла к нам в студию. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была Светлана Вячеславовна Титова, заведующая отделом мониторинга факторов риска Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Мы с ней говорили о том, как пройти диспансеризацию в условиях Республики Саха-Якутия, какие факторы риска в первую очередь выявляются и как сохранить свое здоровье в нашем суровом северном крае. Я хочу пожелать вам плодотворной работы на благо всех жителей Якутии, поблагодарить за интересную беседу. А нашим телезрителям, как всегда, я желаю крепкого здоровья, не пропускать диспансеризацию. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» «Мой доктор» подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Всего вам самого доброго. До свидания.